Эта дорога является важной артерией, соединяющей муниципальные образования Сунжинского и Назрановского района. Сразу по прибытию глава региона отметил необходимость качественного выполнения работы и создания дополнительного удобства для местных жителей в виде тротуаров и пешеходных переходов. Очень важно, чтобы тротуар сделали, чтобы по дороге не ходили. На всех дорогах мы закладываем тротуары, на всех дорогах закладываем. Правильно, потому что у нас в жизни их не было тротуаров, Да. понимаешь? За автомобилистов думали, а за людей не думали. А теперь за людей начали думать. Поэтому нам нужно будет это обязательно сделать. Объект, переходящий, в этом году планируется завершить ремонт первого километра дороги, а в июле 2026 году оставшуюся часть до развязки Алхасты-Галашки. Дорога останется в 4-й категории. Это 2 слоя асфальта шириной в 7 метров. В опасных местах предусмотрены барьерные ограждения и предусмотрены благоустройство обочины шириной от 1 до 2 метров. Работы на этот год строители планируют сдать уже в этом месяце. Буквально начато неделю назад, и сегодня завершается работа этого года. По этой дороге, помимо асфальтирования, есть съезды, около 20 опор, перенос опор, знаки обновления всех знаков и разметка. Новое покрытие станет подарком не только для жителей Сурхахов, но и других соседних сел, где также проблема с дорогами, соединяющими их со столицей республики. За последние 5 лет в Назрановском районе в рамках национального проекта отремонтировано около 150 километров дорог. Все межмуниципальные дороги района приведены в удовлетворительное состояние. В 2026 году наряду с завершением строительства дороги Сурхахи-Алхасты планируется ремонт внутренней соединяющей артерии села Икажево и Газиюрт. При всех сложностях в стране, везде, более 10 миллиардов государство по нацпроекту президента Владимира Ильича Путина, по другим нацпроектам, у нас же развитие сельских поселений, еще, понимаете, госпрограмма, нам выделяют такие средства, огромные, понимаете? Но сегодня я могу сказать, ни одного рубля не дали украсть, ни одного рубля ни целевого не назначили. Это я знаю, потому что за этим мы следим. Поэтому вот эти вот средства, которые нам дали на республику за 5 лет, представляете, по 2 миллиарда в год, неплохо. Глава также обратился к Министерству автомобильных дорог и главе Назрановского района с просьбой обследовать состояние улиц, где проживают семьи участников СВО, и при необходимости обеспечить их благоустройство. Надо посмотреть с руководителем района, значит, где там вот, пусть по адресно дает, какие улицы дает, СВОшники, ребята, которые, значит, вот эти вот дороги, ну, по возможности, надо будет помогать. Глава региона, обращаясь ко всем представителям власти, напомнил, что все усилия направлены на улучшение жизни жителей Ингушетии. Строительство и ремонт дорог – это не просто цифры в отчетах, а создание комфортных и безопасных условий для каждого жителя республики. Это все для жителей. А для жителей потом ягоду отжди еще мусаква. Нормально нахаби, нормально свет прокладываете, нормально, значит, газ прокладываете, воду. У нас возможности нет, у нас много, ну, устаревшие, залежалые проблемы, я не знаю, сколько уже. Но в Артебуле, ваш бой, я имею в виду энергетики, газовики, водоканал, глава, со всеми ведомствами, то мы для людей каждым днем будем делать что-то хорошее. Знаете, почему вам дали эти кабинеты? Условия создали, компьютеры вам там, телефоны вам, кресло поставили, чтобы вы такие же условия создали для людей. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» улучшает качество жизни людей, обеспечивая безопасность дорожного движения, комфортное передвижение и доступность социальных объектов. Глава также подметил, что без такого масштабного проекта реализации подобных инфраструктурных проектов было бы крайне затруднительно. Таким образом, национальный проект, инициированный Владимиром Путиным, является важным инструментом для развития инфраструктуры и улучшения качества жизни населения Ингушетии. Адам Гулоев, Билал Ахильгов, Магаз 24.